А вот представитель Североатлантического альянса в комментарии Reuters сообщил, что НАТО продолжит сохранять бдительность и отслеживать ситуацию. Будь-які кроки щодо деескалації з боку Росії важливі і давно назріли. НАТО зберігає пильність, і ми продовжимо уважно стежити за невиправданим нарощуванням російської військової потужності в Україні і навколо неї. Саме зараз на прямій зв'язі народний депутат України 8-го скликання пан Борислав Береза. Пане Бориславе, вітаю вас, салям алейкум. Витаю вас, салам алейкум. Пане Бориславе, вот градус напряжения, за которым мы следили на протяжении последних 3-4 недель, он уже спал с отводом российских войск? У Сунцзы в искусстве войны есть четкое упоминание о том, что основной маневр может на самом деле быть ложным, а ложный маневр основным. Мы, во-первых, не знаем, какую цель преследовал Путин, что он получил, зачем он отошел, и не является ли это ложным маневром, чтобы затем, например, контратаковать Украину, продлив вторжение или запустив новую фазу вторжения. Тем более, что сегодня появилась информация о том, что разведка утверждает, россияне планируют теракты на Пасху в одной из церквей, которые станут причиной вторжения под эгидой защиты православия в Украине или еще какая-то история. Поэтому однозначно говорить нельзя. Кроме того, никто из нас не может гарантировать абсолютную вменяемость или адекватность Путина, который в своей идее абсолютной власти и реанимации СССР видит Украину как одну из составных частей Российской империи. И для него фактически это является целью, которую он может отложить во времени, но точно не откажется. Тут я согласен с господином Кулебой, который говорит о том, что на самом деле это ничего не останавливает, и мы не знаем, какое количество войск останется, какое количество переведено будет, какое потом обратно вернут. Сейчас это может быть маневры, а что будет итогом, мы увидим через некоторое время. Ну, то есть, в принципе, они могут отводить войска долгое какое-то время. Как говорят многие аналитики, пока, допустим, не достроят Северный поток-2, они будут отводить свои войска довольно медленно. Ну или пока не добьется Путин каких-то политических преференций. Правильно я вас поняла? Смотрите, это комплексный вопрос. Он может одновременно усилить обстрелы украинской территории, раз. Второе, начать эскалацию конфликта на территории Крыма. Это тоже может быть оккупированного сейчас им, и он может использовать это. И параллельно с этим производить ротацию войск. То есть, с одной стороны, вроде отодвинулись, ушли войска, а с другой стороны, новые зашли. И в эту игру он может играть очень долго. Поэтому нам всем нужно осознать, градус напряжения спал, опасность никуда не исчезла. Хорошо, вот если даже смоделировать возможное полномасштабное вторжение России в нашу страну, то с какой целью, зачем сейчас ему лезть на рожон и усугублять еще ситуацию с войной? Ну вот есть минские договоренности, которые абсолютно выгодны Путину, маневрируй не хочу. Зачем? Есть несколько причин, которые Путина могут мотивировать на вторжение. Первое. Внутреннее напряжение в стране, в России настолько высоко сейчас, что он потерял контроль над фактически постоянно управляемыми регионами. Регионы недополучают деньги, начинаются фактически народные такие брожения. И Путин хочет как-то консолидировать общество. Для консолидации общества есть два варианта. Либо засыпать общество деньгами, либо назначить врага и устроить для этого маленькую победоносную войну. С деньгами сейчас в России все плохо. Бюджет реально, просто напоминает Тришкин кафтан, который они не могут уже перекроить в очередной раз. Санкции работают. Поэтому один из вариантов это может быть, конечно же, вторжение в Украину. Для чего? Потом на Россию будут наложены санкции. И Путин скажет, смотрите, это не у меня нет денег. Это не мы не можем справиться. Это они все против нас. И это они своими действиями фактически лишают вас денег, которые я бы так вам дал. Давайте консолидируемся. Давайте против всех этих европейцев, пиндосов, хохлов, жидов, всех. Россия назовет всех врагами, всех без исключения. И только Путин единственный будет не враг. К сожалению, это достаточно такая вероятный сценарий. И к тому же надо не забывать, для Путина вторжение в Украину или не вторжение базируется только на одном вопросе. Усилится его позиция внутри России или не усилится? Они мониторят постоянно этот вопрос. Как только ему покажут плюс,
он будет проводить вторжение. Пока нету такого большого плюса. И кроме всего, надо еще не забывать про одну вещь. Путину важно, чтобы с ним опять начали считаться. Самомнение кремлевского диктатора никуда не делось. Он хочет, чтобы с ним были на равных. Байден, Макрон, Меркель. А они относятся к нему как к взорвавшемуся полусумасшедшему диктатору. Ему это не нравится, когда его называют убийцей и так далее. Это все провоцирует его на такие действия, которые шантажом вынуждают с ним вести диалог. Потому что сейчас он пария, и это правда. Ну вот, это основные причины вторжения, которые могут быть. Кроме того, давайте не забывать, что все-таки от идеи получения воды по направлению Херсон, Николаев, Одесса, отсечения и получения воды с Украины он не отказался. Это тоже может быть один из вопросов, почему может произойти вторжение. Кроме того, опять же, надо не забывать и про то, что идея Новороссии постоянно реанимируется в России, в Кремле. И эта идея абсолютно больная, но живучая. Живучая в головах тех маразматиков, которые хотят с помощью войны отвлечь внимание внутри страны от проблем внутренних и внешних партнеров. У России есть партнер, это же Франция. От проблем, например, Навального или проблем с демократией в стране. Потому что если есть большая проблема, это, например, война с Украиной, то можно обменять, допустим, закрытие глаз Навального и еще кого-то, или разгон демонстраций с нарушением всех стандартов демократии, на то, что он уйдет из Украины. Мы не можем отвергать и такую версию. Но я хочу сказать, что на сегодняшний день у Украины есть один большой козырь. Это наша армия. Армия, которая действительно в состоянии остановить врага.